Рецепт семейного счастья. Тинчуринский театр музыкальной комедии «Одна встреча – это целая жизнь» накануне отметил свой 81-й день рождения. Билеты на спектакль были выкуплены задолго до премьеры. Половина кассового успеха – не только праздник в театре, но и автор пьесы. Фанис Ярулин считается одним из самых народных писателей, а его произведения всегда на бис принимали зрителями Тинчуринского. Андрей Зинатуллин увидел, какое оно простое человеческое счастье. Она следит за фигурой, смотрит сериалы и молится на красивую жизнь, а он больше всех мечтает о супе и о доме, где звучит детский смех. Ахмед и Мария, на первый взгляд, обычная семейная пара. Во время спектакля, который длится 2 часа, то и дело в зале слышен смех. Люди узнают самих себя. Проблема настолько актуальна и тем более не верится. Этой истории почти 20 лет. Фанис Ярулин, автор пьесы «Одна встреча – это целая жизнь», настолько тонко чувствовал людей и мир, что кажется, эта история про нас с вами, разобщенных виртуальной сетью и пойманных в силки собственных фантазий. В последнее время люди уже просто перестали встречаться друг с другом. Все через интернет, через смс, через телефон, через скайпы какие-то. Все равно это техника, а вживую люди перестали встречаться, ходить друг к другу в гости. Желающих попасть на спектакль было так много, что даже проходы были заставлены стульями. Тинчуринский театр отмечал не только премьеру, но еще и день рождения – 81 год. Поэтому к выбору автора премьерной пьесы подошли с особым вниманием, но без особых раздумий. Произведения Фаниса Ярулина всегда на ура принимались и с успехом шли на сцене Тинчуринского. Он ведь, Фанис Ярулин, писал в комедийном жанре и поднимал очень такие тонкие вопросы, которые задевают всех нас. Среди зрителей, кажется, нет случайных людей. Многие при жизни знали автора пьесы, а некоторые до сих пор общаются с его женой. Например, пришел Фарид Мухаммедшин, председатель Госсовета Республики. Мы очень любили, уважали его произведения, поэтому с большим удовольствием пришли. Не особый случай, просто я по пригласительному пришел. Я Фаниса Абы переводил в свое время. Довольно-таки больших объемах. На сцене Тинчуринского сегодня вновь поставят «Одну встречу». Успеть увидеть спектакль и посмеяться над собой в этом месяце можно будет еще трижды. Андрей Зинатуллин, Александр Лобанов, столица.